февраля текущего года практически все забыли про коронавирус, который, к сожалению, никуда не исчез, а все по-прежнему продолжает жить вместе с нами. Как отметили представители ВОЗ, к концу 2022 года можно говорить о том, что пандемия коронавируса завершится. Конечно же, если после волны омикрона не будет больших всплесков заражений. По мере развития пандемии ущерб здоровью, наносимый коронавирусом, становится все более очевидным. Синдром длительного ковида – это, смотрите, он очень, даже люди, которые заболевают этим заболеванием после ковида, даже если у человека хороший иммунитет, мы не знаем, как у него будет протекать эта болезнь. У кого-то он очень тяжело протекал, у кого-то очень легко. Но все равно постковидный синдром. Длительный ковид – это долгосрочные последствия ковида. Даже если человек выздоровел, у него потом остаются эти последствия, хронические. К таким относятся, как одышка, слабость. То есть именно эти симптомы уже продолжаются после выздоровления еще неизвестно сколько, от 12 недель и больше. И поэтому нужно себя беречь. И если даже вы перенесли ковид и начали делать какую-то работу, и вы видите, что у вас есть слабость, лучше оставить эту работу и выполнять по мере своей возможности. Сделал чуть-чуть, отдохнул, потом сделал еще. Но эти постковидные симптомы, они сохраняются еще долгое время. Может и сразу и не прийти, как и говорилось, что теряется и осязание, и обоняние. Они, даже если вы вылечились, они могут еще долго сохраняться. До 6 месяцев пишут так, исследователи делали ученые, что до 6 месяцев вот это все сохраняется. Как говорится, есть еще, вы сами знаете, что в течение скольки месяцев сделали вакцину против COVID-19. И везде пишут и говорят, что лучше всего, как сказать, защита человеческого организма – это вакцинация. И если вакцинируешься, даже если ты заболеешь, то легче перенесешь это заболевание. Именно ковид, он очень коварный, он именно вовлекает в процесс органы, и сосуды. И очень большое количество ковид вызывает. Даже и когда он начался, именно тромбы. И люди, которые имели хронические заболевания, сахарный диабет, тромбоз, тромб появился, все, и люди умирали. Очень большое количество именно умирали из-за хронических заболеваний. И если спросить у людей, перенесших коронавирус, как они себя чувствуют сейчас после выздоровления, большинство из них скажет, что еще не поправились. 2 года назад многие люди столкнулись с неизвестностью, и страх этот доминирует и сегодня. Но вакцинация смягчила вирус. Большинство опрошенных нами респондентов ответили, что очень тяжело перенесли болезнь, и сегодня они готовы еще раз вакцинироваться, лишь бы не пережить этот страх снова. Первый раз сложно, потом второй раз тоже, легче было. Первый раз в реанимации 3 дня лежала. Я раньше очень простывал. А сейчас нормально. Не простываю, как вы перенесли эту прививку? Плоховато. Первая прививка очень плохо, тошнота туда-сюда. Вторая чуть-чуть легче была. Потом все прошло и все нормально. Я болела очень сильно, 3 недели температурила. Было очень плохо, я не могла лежать, вставала, лежала. Очень тяжело было. Не знаю, надо люди беречь, руки мыть почаще. Не знаю, мне посчастливилось не болеть, я никогда не ставил эти вакцины. Но думаю, нужно просто беречь себя и придерживаться этих мер. Я в меньшей степени. Муж у меня, да, у него как-то кашель сильный, у него как-то с легким проблема. Тем более курильщик, он сложнее, я проще. На ногах себе перенесла. Вы получили вакцины? Конечно. Регулярно дважды. Сейчас хочу еще
ближе к зиме тоже вакцинироваться. Я думаю, да. Повлиять он мог, ковид повлиял на ноги, опухали ноги у меня, а в основном я не почувствовала, чтобы было такое осложнение. Да. Вакцины ставили себе? Вакцину я ставила, правда, перед тем, как я заболела, я поставила вакцину и заболела, потом тоже ставила вакцину. И если сейчас будет еще 3-я вакцина, я обязательно буду вакцинироваться. Чем дальше мы живем с COVID-19, тем больше мы видим, что проблемы со здоровьем на этом не заканчиваются. Многие переболевшие продолжают испытывать симптомы заболевания в течение нескольких месяцев после выздоровления. Ну а в осеннее время еще прибавляется и сезонный грипп, который имеет почти те же симптомы. Это был для нас первое время стресс. Никто не знал, что делать, как делать, поэтому это новшество было. А когда и каждый раз он мутировал, и он ослабевал. Когда вирус мутирует, он ослабевает. Я думаю, что, как вы спросили, почему он спал, я думаю, что он настолько уже мутировался, что он ослаб. Поэтому и еще одно. Вообще есть предположение, что он перейдет как бы в сезонный грипп. Как сезонный грипп у нас сейчас. И, между прочим, сейчас идет кампания вакцинации по гриппу, по сезонному гриппу. Мы получили вакцину, и любой человек может получить эту вакцину в центрах здоровья. Можете обратиться и получить. Потому что сейчас именно сезон гриппа, и лучше всего его получить сейчас. Не в декабре, в январе, а именно сейчас, чтобы не заболеть. Синдром длительного ковида, это, смотрите, он очень... Даже люди, которые заболевают этим заболеванием после ковида, даже если у человека хороший иммунитет, мы не знаем, как у него будет протекать эта болезнь. У кого-то он очень тяжело протекал, у кого-то очень легко. Но все равно постковидный длительный ковид – это долгосрочные последствия ковида. Даже если человек выздоровел, у него потом остаются эти последствия, хронические. Статистика по Гагаузии показывает, что очень мало на сегодняшний день болеют коронавирусом. Пандемия постепенно уходит от нас. В последнее время очень малое количество регистрируется. Проводятся центры здоровья, проводят ежедневно тесты на ковид. У них имеются экспресс-тесты. Они проводятся, и есть дни, которые не регистрируются. У нас по Гагаузии вообще 0. Они делают эти тесты утром до 12, и потом они отправляют эту информацию нам. Мы отправляем в Кишинев. Есть платформа, куда вводятся эти все данные. И к концу дня там в эту платформу, кто входит, наши эпидемиологи, они видят, сколько случаев зарегистрировано за этот день. Но очень мало. Я же сказала, за последние, не знаю, месяц-два. 2 случая. Смотрите, в Вулканежском 2 случая. В Чедерлунге за прошлую неделю вообще 0. В Камрадском районе 1 случай был за прошлую неделю. Очень мало регистрируется сейчас. Сейчас именно идет всплеск таких заболеваний ОРВИ. И он очень, и именно по последним данным, которые у нас идет и мониторинг по ОРВИ и гриппу. И мы эти данные тоже передаем в Кишинев. И на основании этого у нас есть вспышка именно, не вспышка, но есть большой рост числа заболеваемости ОРВИ среди детей. Детки очень болеют сейчас. И сезонность тоже имеет место, потому что сейчас прохладно, а днем такая температура, ребенка одеваешь слишком, потом снимается, потеет. Да, это тоже. В настоящее время пациенты имеют доступ к финансируемой государством программе реабилитации, которая позволяет им восстановить качество жизни и функции организма. Очень важно,
обратиться вовремя к семейному врачу и начать комплексный реабилитационный процесс, чтобы не допустить ухудшения здоровья. Лечение можно получить как в больнице, так и дома. В принципе, пандемия действительно многому нас научила. Почему? Потому что хочу отметить и вклад Офиса народного адвоката, и непосредственно народного адвоката. Почему? Потому что с нашей подачи были изменены протоколы лечения. В частности, если раньше абсолютно, скажем так, только заболевших, застрахованных первоначально лечили, в больницах предоставляли лечение, то позже и не застрахованных, потому что это было признано социальным страхованием, ответственностью государства. Во-вторых, скажем так, были внедрены изменения, в том числе и возможность получения лекарств по медицинскому полису, как застрахованных и не застрахованных, для лечения дома, а не только в больнице. Ну и плюс, скажем так, последствия какого плана, что на сегодняшний день все должны быть информированы, что если возникнут действительно какие-то последствия для здоровья, например, действительно в результате ковида что-то отягчилось, какое-то действие какого-то заболевания, то вы имеете право обратиться к медицинским учреждениям для получения профессиональной помощи. Плюс то, что также было, скажем так, в качестве осознания проблемы, то после изучения психологами поведения, реакции человека, переболевшего ковидом, выяснилось, и, в принципе, закрытие учебных заведений, было установлено, что такое закрытие ни в коем случае быть не должно, перевод на онлайн не нужен. Почему? Потому что как взрослые, так и дети приобретают невротические черты поведения, что негативно влияет на поведение. Поэтому государство сегодня будет, если и будет использовать онлайн, то только в самых-самых крайних тяжелых случаях. Программа реабилитации по ковиду – это, как я говорила, в первую очередь, даже если вы переболели ковидом, то вы должны придерживаться или соблюдать свой режим дня. То есть это гигиена и сна, и гигиена рук, и в первую очередь вы должны иметь прямой контакт или постоянный контакт со своим семейным врачом. Тем не менее, несмотря на тяжелые последствия от заболевания COVID-19, все же оптимизм у людей никуда не исчез. Надо беречь себя и радоваться тому, что солнышко светит, и жизнь вокруг нас продолжается, отвечают нам вслед респонденты. И обязательно вакцинироваться не только от пандемии, но и от сезонного гриппа. У меня бабушка говорила, что все болезни от нервов. Вот мы нервничаем много, поэтому мы болеем. Мы сами себя ослабляем. Раз люди, мир придумал, Европа, везде все ставят, значит, так это надо, значит, не просто так. Я так думаю. Это глупость большая. Я каждый год от гриппа всегда прививаюсь. Абсолютно. Вообще все прививки, какие мне положено, я все прохожу. То есть это нужно делать, да? Конечно, у меня сертификат даже есть, я все прохожу. Наверное, придется вакцинироваться. И ковид не ушел от нас, и это простудные заболевания. Старым людям я советую, как моя мама в прошлом году не заразилась ковидом, сделать прививку от гриппа. Оно очень хорошо защищает. Все равно больше положительных эмоций. Солнышко светит, приятно. Птички поют замечательно. Как-то добрее друг другу быть. Защитить себя, чтобы часто мыли руки. Гигиена рук в первую очередь. Также гигиена дыхания, гигиена сна, как я говорила, проветривание помещений, чтобы люди проветривали себя. Я понимаю, и холодно, но проветривать наше помещение все равно нужно. Каждый человек знает, что это такое. Через эти ограничительные меры мы все прошли. Все мы ходили и в масках, и в перчатках. И, как и уже я и говорила, в первую очередь, чтобы защитить себя и чтобы, даже если заболеешь, это вакцинация. Исследование показало, что у людей, завершивших полный цикл вакцинации, вероятность развития затяжной инфекции COVID-19 была на 49% ниже. Это исследование еще раз демонстрирует важность вакцинации против COVID-19, поскольку она не только значительно снижает риск госпитализации и тяжелого течения заболевания,
но и почти вдвое снижает риск развития длительного действия ковид.